Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Одномастеровые, походу. Добрый. Добрый. Вы, подозреваю, профессиональный блогер. Нет. Скорее всего, Орнитолог. записываете этот стрим. Я орнитолог. Лжешь, собака! Орнитолог. Это связанное с... Боже. Не с Богом. Нет. Да я-то понимаю, что не было. Подожди. Орнитолог. Я сейчас путаюсь. Это связано с изучением птиц? Или это Да. врач? Ага, Птиц. все, значит, я не ошибся. А я психолог с изучением людей. В Крыму, Я тут следи- в Крыму из Донецка, да? Вот это поворот! Ну, вы откуда это знаете? Ну задрали вы все. Чего вы все это Ну знаете? вот как-то так вот, мы обязаны это знать. Мне сказали, что меня записали видеоролик, и где-то я попал на Может. стрим. Сейчас прямой стрим, сейчас ролика нет. Если Откуда желаете, вы могу знаете, написать, если нет. Я не за это. Мне птички Откуда- мне птички на хвосту принесли, сказали. Что ж вы за Хорошая шутка. человек? Вы очень жестоки. Вы еще знаете еще что-то, скорее всего, нет? Или только это? Что еще это? Все знаю. Ой, как же понять, откуда же эти данные у вас есть? Ну, если вот, давайте просто подумаем логично. Если я вам сказал, что вы на стриме, если кто-то вас видел, не могли это написать или нет в чате? Это элементарно, друг мой. Так быстро? Ну, так вот, как и есть. Примус, а у кого был сегодня молодой человек? Что еще раз не услышал? Я вопрос задаю к чату. Мгм. О чем общаетесь на стриме? Ну, Да раз обо всем уже. по чуть-чуть. Да. Тогда спрошу у вас, в чем смысл жизни? Но учти, тебя за язык никто не тянул. В детях. Владейка. Он у вас всегда такой был? У Федора, Ну, скомороха, я понял. Всегда. Не, ну как это меняется, да, смысл в жизни. Когда ребенок это одно, когда взрослеешь это другое. ну да. Потом, У вас детей может быть, скажу, потом во внуках будет смысл жизни. Ну это как будто для кого-то. Но Ну, человеческий ресурс, он всегда был самым дорогим на Земле. да я понимаю, но тогда Ну. по сути смысл вашей жизни, чтобы быть для кого-то. В данном случае для ребенка или для внука. Что еще раз, извините, мысль не поймал? Смысл вашей жизни быть для кого-то. Для сына, для Почему внука. быть? Ну, если смысл в жизни в детях, ну типа... Передать смысл им вашего- какие-то знания, какие-то навыки. Вот. Ну, вот. в чем здесь быть? Смысл передать знания и навыки. Ну, что, хороший вполне. Отцовский такой мужик. Многие живут, знаете, ради собачек, ухаживают за ними, там, Боже. по несколько десятков тысяч там курточки покупают. Это ж не об Ну, этом. согласен. Слушайте, а почему простите, забыл название. Вы не отоларинголог, правильно? Орнитолог. Орнитолог. Почему орнитолог? Призвание такое, наверное. С рождения. Нет, в нет, смысле? ну как, я родился, да, вылез из мамы, сказал, мама, блин, я буду орнитологом, все. Я имею в виду, почему выбрали этот путь. Не знаю, Призвание. нравится мне. Но я по себе, допустим, почему психологом стал? Я всегда любил общение с людьми. То есть для меня это было одно из самых Так вкусных. общаться с людьми может быть и учителем, и Да, врачом. И не всегда счастливо. Учителя часто довольно-таки. Почему? Не очень, Учителя не очень счастливы, счастливы. когда их ученики их превосходят в каких-то знаниях. И к Если этому нужно вера, стремиться. да.
Если в универах, да, а если в школе? Ну, какой там А ученик при чем вырос, вот здесь? привозит учителя? Да не, я не Да, думаю, не в этом. я вас умоляю, сколько одаренных детей. Очень много. Я не- Очень я, много. смотрите, у меня одна знакомая орнитолог, и вот, ну, я не знаю, она, ну, не очень-то счастлива. И я ее А что понять такое до конца не счастье в могу. вашем понимании? Это субъективное состояние, ну, такое оценочное. Вы когда начинаете человек- на это, на лексиконе на своем, Ну, да? блин, ну, простите, Для вас просто лично, информация. вот для вас лично, что такое счастье? О, счастье. Возможность быть разным. Ну, один очень умный психолог озвучил, счастлив человек — это тот человек, который может пережить любую эмоцию. Я чуть дополнил возможность быть разным. Ну, быть злым, веселым, грустным, печальным. А это может Не быть бить. любой человек себе позволить. Нет, к сожалению, нет. Это вот я вижу на практике в плане клиентов. Вот для меня счастье. Ну, Когда идешь на работу с радостью, и с работы идешь с радостью домой. Вот это мое человеческое счастье. Когда не болеют твои родители, когда не болеют твои дети, улыбаются тебе. ну да, не спорю. Такое семейное А счастье. эмоции можно любые показать на людях. Профессиональные актеры даже могут заплакать на камеру. Ну, смотрите, вот Это то, что получается вы- вы лицемер, то, что- либо лицедей. Быть разным. то, что Быть вы разным может можете актер проявлять, хороший. Вам я верю, то, что вы можете проявлять любые эмоции. Да. Но, к сожалению, ну, повседневно это не везде так. Почему? У меня даже есть гипотеза, вполне обоснованная, что большинство эмоций, если они не проявлены, они уходят куда? В болезни. Вы часто болеете? Нет. Вот. И И что что? вы вполне свободно выражаете свои эмоции. В смысле? Во-первых, я нахожусь в социуме. И не всегда я могу выразить агрессию, показать, либо неприязнь какую-то к человеку. Но Я тем должен не понимать. менее, вы находите способ, куда это унести, скорее всего. Ну, как-то Как вот, любой может, человек. момент. Для этого Может- человеку хобби и дано. Ну да. Человек уходит в свое хобби. Многие, кто много разговаривает на работе, допустим, увлекаются, не знаю, там картины рисуют, там, либо разукрашивают. У Вот, кого мало смотрите, общения на работе, те там идут в чат-рулетку, допустим, общаться. Так вот я ж о том же. Так это моя знакомая, орнитолог, она свою любовь к птицам уносит. Да и ради бога. А почему она тогда несчастлива? А она не может свою любовь относить к людям. Закрывается. Так ей к психологу надо, к другому, наверное. Просто. Верный, согласен. А что такое любовь? Ой, вот это вы сейчас, конечно, вопрос задали. Ну так очень вкратце, такой. вкратце. Ну, опять же, видите, это будет... Ладно, ну, давайте я сужу вопрос. Попробуйте. Чем отличается любовь и нравится? Хорошо, вот хорошо, очень хорошо. Спасибо, что сузили. В моем понимании нравится это, когда я что-то вижу в человеке, что хочу либо получить, либо Получить уметь- это потребенец. Послушайте до конца. Либо уметь так же, либо еще что-то. То есть я проявляю интерес к этому человеку, когда что-то от него хочу. Если человек мне не интересен, мне он не нравится, Хорошо. я с ним не общаюсь. Хорошо. Ну, так чем отличается? Люблю Любовь, от нравится. теперь послушайте, а вот любовь это как раз обратный процесс, когда мне есть желание что-то свое отдать другому человеку. Это очень субъективно, это, знаете, это так очень по-простому, но шире можно было развернуть. Я могу намного объяснить на интереснее. примере цветка. О, хороший пример, оно. Если нравится Удовольствие. цветок, ты его срываешь и несешь домой, и он погибает. А если ты любишь цветок, ты его пересаживаешь в горшочек, меняешь землю, поливаешь, ухаживаешь. Ну, в принципе, вы подтвердили очень даже. Когда нравится, я что-то срываю для себя, я думаю только о себе. Когда я люблю, я его поливаю. Я, кстати, цветы очень люблю. Я не знаю, Ну, вот видите. могу ли себя назвать цветником. Да, это ваше дело. Цветник и ботаник, может быть, скорее всего. Слушайте, а вы можете быть нежным? Вы знаете свою такую черту качества? Смотря для кого. Ну да, логично.
Но в принципе Ну, вы для знаете, что дочки, вы можете естественно, быть для мамы, естественно, для жены, естественно. Все. Для сына могу быть нежным. Мои, как это сказать, мои способности психолога вам не нужны. Зачем? Вы, похоже, вполне хорошо живете, естественный человек. Да, хорошо жить у всех. Опять же, что значит хорошо жить? Ну, хорошо жить это когда у вас есть, ну то есть вы свои потребности настолько удовлетворяете, что у вас есть желание удовлетворять потребности других людей. Хорошо В данном жить. случае. Хорошо жить, когда тебе хватает то, что у тебя есть. Тогда ты хорошо живешь. А если ты плохо живешь, ты идешь на другую работу. Если ты плохо живешь, ты понимаешь, я плохо живу. Ты начинаешь изучать другую профессию, допустим. Менять, смотрите, менять образ вы- жизни. Вы достаточно по-взрослому рассуждаете. Вы, похоже, пережили какие-то кризисы и тому подобное. То есть вы это уже Ну, вообще-то мне понимаете. 47 лет. Вот я ж о том же. Ну. И это Ну. простые, банальные вещи. Это в 47, да. Ну, А в 25? в 25 свои. О, Какие-то. слушайте, устои, нравы. каким вы были в 25? Ну, если не секрет. Я не секрет, я был байкером. Ух. Байки. Опять же, байкер, автомеханик. Мне нравилось возиться с железом, с мотоциклами, ремонтировать, что-то делать. Сейчас я просто пытаюсь представить образ байкер, автомеханик, орнитолог. Можно совмещать совершенно разные вещи. Вау. Поверьте мне. Ну, Ты я можешь совмещаю- быть в социуме я- байкером, Мгм. а приезжать домой и выращивать те же герани, допустим. Там, или фиалки, я Вот. не знаю. Ну вот я про это же, вот куда нежность уходит. Птицы, Причем есть нежность, цветы. просто другие сферы есть. И когда говорят, что байкеры все такие там злые, да все это стереотипы. Ну, не, байкеры... На может самом быть, деле есть байкеры такие, внешне бывает обманчивы. Мгм. Человек определенный период времени желает на себя какую-то маску надеть, где-то, может быть, от чего-то оградиться, скажем так. Ну да, И и всё. небезопасно. Кто-то там в скинхеду уходил, убивался, а потом понимал, что это не его. Посмотрите фильм по соображению. Ой, блин, По соображению совести. Да, но это да, это не то, нет, не то хотел сказать. Американская история X. Что знакомое. Посмотрите про скинхедов. Посмотрю. Что-то еще хотел вас такое спросить интересное. Секунду. Хобби у вас рулетка, я правильно понимаю? Нет, хобби у меня резьба по дереву, по кости, по камню. Ну сейчас пока забросил. Когда вы еще успеваете? Орнитолог, Ну, бывает. такое. резьба по дереву. Пока... Мгм. 5 лет работал за- художником по мрамору и граниту. Было дело. Подожди, вам 47, значит, подозреваю, что дочка уже... 23 скорее года. всего, не с вами живет, наверное. Нет, не со мной. Уже и зять, что ли, есть? Нет, зятя нет. С мамой живет. А, Мы немного разбежались. разбежались. Мгм. Понятно. Ну, всякие, Дочка, всякие. 25 лет почти прообщались, и так получилось. Что Мгм. поняли, что надо друг другу не мешать в дальнейшей жизни. И что, прям хорошо стало? В смысле? Ну, жить одному. А ты сказал, что либо- я один. Ну, либо не с женой, вот так сказал бы. Да вы понимаете, что будет сжирает чувство? Согласен, если, ну, не Да ну, решили пожить не отдельно, при- понять, нужны мы при- друг другу или нет до конца. Ну, в итоге пришли к общему мнению, что пока живем отдельно друг от друга. Ну, в принципе, дочка уже взрослая. Дочка приняла свою сторону и сказал, А пацана не хочешь хотите? так, хочешь так. Пацан есть еще от первого брака. О, такой еще и прям... Ну да. Ходок. Ходок. Ну, еще скажите по поводу бороды. Вы ухаживаете за ней как-то определенно? Ну вы умываетесь по утрам? Не, ну, само собой. Ну, я имею в виду, Ну, что еще надо? выравниваете,
Могу позволить себе там иногда воском побаловаться, да. Да я думаю, какую-нибудь типа фена взять с расческой, чтобы вытягивать. Потому что ну такая кучерявая у меня. Я смотрю, у вас тоже не самая прямая. Вытягивать не получится. Все равно будет, да? кучерявая? Есть в Ютубе куча роликов, как ухаживать за бородой. Масло там это. И т.д. и т.п. Масло, Понятно. воск. Понятно. Да, мисс Денис, люблю я воском побаловаться. Ржет сидит, блин. Злодей. Че, ролик выставлю, нет? Да выставляю, а было о чем? Было о чем? Ну, положительные беседы сейчас как бы это. Думаю, нужны людям больше, чем вот этот дурак сам дурак. Ну, тоже я. Но все же, мне успокоить мою душу. То есть, на самом деле, скорее всего, никакого ролика со мной не было, просто в каком-то общем чате Ну, кто-то попали написал. куда-то на стрим, вот и все. Тю, блин. Где-то попали кому-то на стрим, народ сидел, смотрел, и мне сказали, что да, был у наших блогеров. О жизни, да. О жизни, да, вот пишут. Понятно. Ну, рад был пообщаться. Взаимно. Всех благ. Удачи. Всех благ. Удачи в профессии. Если что,